еще запомнился один момент. Это президентский дворец, кажется, да. Пришли матери, российские матери с России приехали, ищут своих сыновей, и они дошли до моего отца, и мать находит своего сына, и ему передают, вот сама картина, передают этого сына в этой комнате, это снятое видео даже есть. И вот я помню улыбку отца, как ему это было приятно, что мать нашла своего сына. Он улыбается такой, ему это было очень приятно. Вот такое отношение у нас было к этим даже оккупантам. Да, они называют, они были 18-летние, да, их жалко, но они пришли нас убивать. Почтение и вечную память вашему отцу, мы считаем его героем и преклоняемся как перед личностью. И я хотела тоже личный вопрос. У вас имя Анзор – это очень распространенное в Грузии имя. Какая-то есть связь или это тоже распространенное в Чечне имя? Он в то время учился в Тбилиси, в артиллерийском училище военном, и друг у него был Анзор, грузин. Вот, оттуда. Тогда понятно. Я сама из Тбилиси и прожила там до 95-го года с рождения, с 72-го года. Поэтому это моя родина, и я все, конечно, на все смотрю другими глазами. И войну прошла, и вся эта боль чеченского народа, она мне очень-очень близка, поэтому мое сострадание и мое уважение глубочайшее к страданию чеченского народа. Ну да, мы так сразу поставим точку на этом, потому что наши отношения однозначно. Мы считаем это преступлением русских и несем за это сами ответственность. То есть мы не снимаем с себя этой ответственности, потому что мы понимаем, что пока у меня в кармане российский паспорт, я уж точно за это отвечаю. Да и потом тоже. Когда я избавлюсь от этого паспорта, то тоже буду отвечать все равно. Мы уже 10 лет живем в Чехии, мы уехали после грузинской войны, поскольку Инна из Грузии, мы просто не смогли терпеть. У нас ближайшего друга убили в первый же день русские. Он был командир спецназа, и его убили там около Цинвали. Остался маленький ребенок. Поэтому для нас это было все однозначно. Мы сказали, что мы там жить больше не будем. Забрали всех своих детей и уехали в Чехию, просто куда могли. Хотя на самом деле мы находились в вполне благополучном состоянии. В Питере у нас были бизнес, и мы архитекторы, у нас были магазины, там, все, что, в общем, как бы благополучие полное было. Но мы все бросили и решили, что просто невозможно дальше так жить. Но мы не занимались вот этим делом до какого-то времени, пока не наступило 14 год, пока Россия не напала уже на Украину. Ну и тут мы сказали, что все. С этого момента мы занимаемся вот этим делом. А вот в этом году мы поняли, что когда узнали, как наши друзья, знакомые друзья относятся к этой проблеме, и что, оказывается, какая гниль у них внутри в душе по отношению к этому, и что они говорят, не надо нам только про чеченцев говорить. Вот тут мы сказали, что значит мы будем говорить, потому что значит пора. Понятно, что для тех, кто там Крым наш и так далее, говорить бессмысленно, если они не услышат и не захотят, эти русские, миллионы русских. Но есть несколько человек, давайте скажем, несколько человек, да, в России, которые, имеют какую-то совесть, да, сомневаются. Они не имеют никакой информационной поддержки. Они не видят нигде в пространстве ни одного слова. Потому что вы говорите, да, Аслан Арцуев, с которым мы познакомились этим летом, говорит, каждый день говорит правду, доносит все. Сейчас мы стали смотреть, что вы говорите тоже. Вы говорите очень серьезно, но люди этого не видят, потому что они не пойдут на ваш канал, они не пойдут на канал Аслана Арцуева, они не пойдут на канал Ахмеда Закаева. Они не пойдут и не будут смотреть, потому что так устроено информационное пространство. Есть какой-то шанс, что они пойдут на наш канал, потому что они уже как бы ходят туда. И мы попытаемся вот до этих нескольких людей
донести тоже правду, ту правду, которую мы считаем необходимо им сказать. Вот это наша цель. Вот сегодня мы хотели посвятить узкому кругу периода времени, исключительно с момента подписания Хасавюртовских соглашений до подписания мирного договора, который ваш отец подписывал в Кремле. И все, что было в этот момент, все, что происходило тогда, очень интересно для нас, да, потому что людям надо сопоставить их собственную жизнь в России. Вот что происходило там в России в этот момент, какие события, и что происходило у вас в этот момент, ваши ощущения. Ведь это же было совершенно две разные жизни. Они там, ну не то, что сказать, наслаждались жизнью, но жили вполне благополучно. Они знать не хотели, думать не хотели. Приходили какие-то сообщения по телевидению, поскольку еще телевидение было более-менее свободным, и какие-то отрывочные кадры происходили, да, говорили, там, на слуху были слова, там, Ведено, Бамут, Самашки и так далее, это все как бы было, да, но ведь никто не сопоставлял и не понимал, что на самом деле там идет страшная война, что там убивают. Максимум, что им доносилось, это то, что наши солдатики, как они, да, любят говорить, проливают там кровь непонятно за что. Но это вот максимум либеральное как бы общество воспринимало. А мы хотим сейчас сопоставить и восстановить события именно так, как это было на самом деле. Вот чеченцы вышли из Грозного, это было в марте, да, я имею в виду 95-й год. Сопротивление было невозможно дальше в Грозном, и вышли, оставили. И российские войска заняли окончательно, то есть эту территорию Грозного, ну, установили там оккупационную власть, такую полноценную, которая уже контролировала ситуацию. Давайте мы просто, вот если вы можете, так, ну, как это говорится, брифли, да, рассказать все, что предшествовало 96 году, вот какие основные события там происходили, ну, такие, знаете, вот самые значимые, да? После выхода, когда мы оставили Грозный, мы перешли, наш штаб уже перешел в другое место, потом опять и это место пришлось оставить, Аргун, Сержень-Юрт, и дальше в горы ушли. Ну, я так коротко расскажу. Селение Дарго у нас был штаб, потом Ведено был штаб. И в конце, я помню, этот штаб и бомбили. Там специальные бомбы использовались с лазерной наводкой. И эта бомба попала, и отец как раз выходил из этого штаба, и в этот момент попала туда бомба. Ну, никто не пострадал, ничего не случилось. Ну, вот. И ну, в наших рядах в то время мы зажаты в горах, да, мы можем спускаться, можем совершать какие-то акции против российских войск. Ну, была полная партизанская война. Мы на своей земле, мы знаем, где что и как передвигаться, все пути. Нам было легче, конечно. И если так дойти до 96-го года, скажем, в то время были переговоры. То есть две стороны договаривались о мире. Это лето 96-го года. В то время мы находились в Веденском районе, в селе Махкиты. И туда, там была встреча командиров, нашего руководства. И узнав про эту встречу, российская сторона во время переговоров стала окружать Веденский район. Как уже выяснилось, все это уже была военная операция, и начали бомбить эти села, хотя там в некоторых селах наших ребят-то и не было там. Ну, начали страдать мирные жители. И бомбы, авиационные бомбы падали в эти села, погибли мирные жители. И наше руководство, военное руководство приказало в бой не вступать, а выходить из окружения. И нам пришлось пройти весь этот путь, там, скажем, 10 километров за 5 дней.
примеру, вот так медленно, рядом с российскими военнослужащими, с их позициями, чтобы в нас не стреляли, вот так. Это было до 21 апреля, до убийства Джохара? Нет, после. Это уже после. То есть Это уже было убито Джохар Дудаев, да? Это было в июле 96-го года. А 21 апреля убили Джохара. Да? Можете немножко остановиться на убийстве Джохара Дудаева, чтобы, просто это значимая вещь. Конечно. Там много всяких было разговоров. Это точно как бы показывалось. Но тем не менее, вот как бы с настоящей стороны, что там произошло на самом деле? В то время мы находились далеко от этих событий, то есть на другой стороне республики, и даже отец не смог туда поехать. Было сложно, конечно, передвигаться в то время. Его же на западе республики убили, а мы в то время находимся в восточной части. И действительно, они узнали, определили место расположения и ракетами убили нашего президента, выстрелили ракеты. Вот. Для нас это, конечно, был удар. Мы его поддерживали, мы его любили. Но мы знали, что убийством нашего президента ничего не изменится. Вот. Потому что, как у нас говорят, мы воевали не за какого-то человека, не за наших президентов, а за нашу родную землю. К нам пришел враг, этот враг нас убивал, то есть убьют другого президента, война не остановится. Или взятием президентского дворца, как это произошло, они-то думали, что вот возьмем президентский дворец и все закончится. Ну и что, водрузили они флаг после того, там, на второй день, на третий день как-то они зашли туда, узнали, что наших там нету. Но война не закончилась, продолжалась она, сопротивление. Как отреагировали? Вы узнали ведь сразу об этом, о смерти Джохара Дудаева? Или эта новость была у вас быстро распространилась? Быстро, скажем, через несколько часов мы узнали, что действительно вот это произошло, убийство произошло, убили нашего президента. Мы узнали это через радиосвязь. А вы были с отцом в этот момент, я понимаю? Нет. Нет, не были? В тот период я был в Грозном. Скажите, что произошло после этого? Почему 27 мая, да, Зелимхан Эрдобиев начал переговоры с российской страной, то есть о перемирии, да, если я что-то не путаю? Да. Как-то вы смогли вынудить их? Почему вдруг Россия решила начать переговоры 27 мая? Это первое, да, это еще до Хасавюрта? Да, это было до Хасавюрта. Но переговоры иногда начинались, и даже в 95-м году несколько раз были переговоры. И в то время тоже они решили, две стороны решили пойти на переговоры. Яндарбиев встречался с Ельциным в Кремле, и мы думали, у нас появилась такая надежда, наконец, хотя бы может сейчас закончится вся эта трагедия, что когда наш человек уже говорит прямо с Ельциным, потому что даже Джохар, как вы знаете, он сделал все, чтобы состоялись эти переговоры именно с Ельциным. Но они не произошли, потому что круг Ельцина как-то реагировал на то, чтобы эти переговоры не начались. Вы помните, кто конкретно из круга Ельцина был основным противником? Их было много, сейчас я перечислять действительно не могу. Они просто сейчас все пытаются отказаться от этого. Большинство людей, которые были вокруг Ельцина, они все говорят, что они, нет, мы тут ни при чем, мы были за мир. Насколько вы сами видите, как сейчас происходит все. Там все на Грачева свалили. С Ельциным было легче договориться. И это отец даже говорил часто.
вспоминал вот и его встречи с Ельциным. Но более вот сторонником войны был Черномырдин даже. Это тоже по рассказу отца. Вот. И я помню, после Первой войны отец говорил, что ему почти удалось вот как-то уговорить Ельцина, скажем так, чтобы решить эту проблему наконец-то в нашей истории, чтобы больше этой проблемы не существовало. Но опять же появлялись люди, ну в то время Березовский был, он был противником этого, которые не позволили подписать документ такой, который поставил бы точку в этих отношениях, в войне. Что происходило, давайте сопоставим просто, что происходило тогда в России в это время, да, и какие там события? Ну вот, например, я помню, что 1 марта 1995 года был убит Влад Листьев. То есть вот такое громкое убийство, и потом ровно через месяц, 1 апреля, открылся вот этот самый ОРТ-проект. То есть он начался тогда, и началось вот это все, во-первых, шоу постоянное, да, веселье, какие-то все время развлечения, да, и тут же все время навязывалась мысль, что чеченские террористы очень опасно, очень опасно. Я, поскольку тогда еще в Тбилиси жила, ну, то есть у нас на телевидении-то не было, потому что тоже война шла, и тоже бог знает что. Но когда я потом приехала в Питер, это нагнетание страшное, эти невзоровские фильмы, что вот наши солдаты как страдают, а вот там вообще... То есть это все действительно, эти каналы, они просто вот вливали, и пропаганда на уровне вот подсознания тогда уже начала. Это не то, что сейчас вот Киселев говорит, да, там в Украине бандеровцы. Это же не так делалось. Это делалось как-то очень... Как-то они вот это умели через сериалы, через кино, вот так внушить людям, что вообще забудьте об этом, вообще просто... Вот, это очень страшно, это очень опасно. И вот просто поставить на этом точку. И они же этого добились. До сих пор русский человек просто боится сказать слово «чеченец». Да? Мне на это открыл глаза, на то, что творили, какие преступления Витаутас Ландсбергис. Он тогда сражался с этой несправедливостью. И Джохара Дудаева очень уважал, и вашего отца очень уважал. И он единственный первый человек, который вот так эмоционально, и на всех форумах он всегда выступал, что вы, как вы можете так относиться к чеченским диссидентам, к людям, которые столько пережили. И на самом деле этих людей единицы. Здесь у нас великая журналистка Петра Прохаскова, которая всю войну с самого первого дня прошла. Да? Вот эти великие люди, я считаю, что величайшие люди, я считаю, что это надо просто продолжать делать, что так нельзя относиться. Понятно, людей зомбировали. И их зомбировали уже тогда, с 1995 года, вот на этих российских каналах. Это мое теперь убеждение твердое. Стопроцентно так, потому что они учли те ошибки, то, что во время штурмов Грозного, там их несколько было, когда вот, скажем, Ковалев выступал, да, он говорил правду, он призывал Россию, он призывал военных приостановить войну, не идти на штурмы, там, не стрелять, не убивать мирное население. И, конечно, военное руководство России поняло, что для них это как бы невыгодно, им пришлось вот все это поменять, вот информационную борьбу, вот блокаду сделать. И вот эти фильмы, которые они снимали, был даже такой фильм «Рынок рабов». Там показывают, как будто чеченцы там продают рабов. Да, пару случаев было, никто это не отрицает, но и то эти преступления совершали те люди, которые сегодня находятся рядом с Кадыровым. Они живут в Москве почему-то. Люди, которые вот именно вот это совершали. То есть это была целая, скажем так, операция против чеченского народа. Информационная блокада. То, что во время Второй войны они учли, не пускали журналистов, людей из разных организаций. Все было блокировано. Ни слова ни о чем о войне.
вот скоро операция завершится. И хотя и вообще там про мирных жителей ничего не говорилось, о жертвах мирного населения, хотя в Первую войну в то время это говорилось больше на НТВ, на российских каналах. В то время больше этой свободы слова было. Но они ее как бы придушили потом, как вы говорите, да, действительно. В этот момент как бы уже существует Владимир Путин, он помощник Собчака. И он в Питере довольно уже весомое лицо. Но 2 числа, 2 июля, да, в Питере происходит выбор мэра и побеждает Владимир Яковлев. И вся команда Собчака, включая и самого Путина, она уходит. И Путин, как мы понимаем, перебирается в Москву в этот момент. Да. Это 96-й год. Это 96-й год, я говорю, перед подписанием. И тут же у нас на горизонте уже выборы президента России Ельцина. Все помним эту страшную кампанию. И помним, кто там участвовал. Там ведь был и Александр Лебедь в этом всем участвовал еще к тому же, в этой кампании. Мы помним, как победил Ельцин, да, мы помним все это «голосуй сердцем, голосуй, это проиграешь», да. Понятно, что это была уже кампания совершенно нечистая. Вот как вы видите вот всех этих героев в этой истории, да, вот я имею в виду конкретно Путина, самого Ельцина и Лебедя, который в конце концов подписал в Хасавюрте соглашение, да. Кто из них тогда тянул куда вот эту телегу российскую? Кто на самом деле хотел улучшить ситуацию? Или никто из них не хотел, они просто все вместе были заодно? Потому что я знаю, что есть какие-то там разговоры, воспоминания, что там вот этот Трошев такой, да, страшный генерал-убийца, он как бы говорил, что Лебедь просто хотел пиариться, что он хотел, собственно, там, выйти победителем из этой истории, поэтому он так приехал, всех разогнал и сам подписал эти Хасавюртские соглашения для того, чтобы Ельцина, для того, чтобы, во-первых, помогать компании Ельцину, а во-вторых, чтобы самого себя вот распиарить, показать, какой он вообще такой бравый генерал, который все решает. Эта история темная, она опять замалчивается, не прояснена до конца. С вашей стороны, вот вы же лучше гораздо это все видели. Что там происходило на самом деле? Это был театр такой между этими людьми? Или же там действительно было какое-то столкновение интересов? Как вы думаете? Да, там было столкновение интересов. Вот как я говорил, вот помните, в селе Махкеты у нас было совещание, собрались командиры, наш президент Яндарбиев. И внезапно они решили всех там уничтожить. То есть была целая операция. И потом мне отец рассказывал, во время Второй войны он мне рассказывал, что эта операция была совершена по приказу Лебедя. Представляете, это 96-й год, июль месяц. И насколько уже понятно, сейчас это понятно, он решил одним махом всех уничтожить. Всех командиров, и Басаева, и Масхадова, и Яндарбиева. То есть одной этой операции. Но это не случилось, ни один командир наш не пострадал. Вот. И да, он хотел распиариться, и поэтому его Путин убрал. Когда уже в 99-м году, да, или когда это было в 2000-м, да. Вот. И я считаю, что Лебедь тоже хотел вот пойти в президенты. Там целая вот такая игра была. Да. Ну, то есть там не было ни одного человека с стороны России, который бы хотел на самом деле наладить отношения. Да. Хотя бы как-то. 3 июля Ельцин победил, до этого он увольняет министра обороны Грачева. Да, и назначает Родионова, который потом прославился, в кавычках, прославился еще большими зверствами. Да. И вот мы подходим тогда к 6 августа, собственно говоря. Ну, все равно очень, конечно, очень важное событие. Как это удалось, как получилось, что российская армия
с таким перевесом сил сумела сбежать, да. Да, да, да. В то время мы находимся в Веденском районе, нас окружили, мы не знаем, куда идти, потому что там российские солдаты, там российский спецназ, нас везде окружили, и мы под этими обстрелами. И даже обычные бойцы, наши воины или другие командиры не знали, что эта операция подготовлена. Вот. Мы прорвали это окружение, спустились в село Атаги, старые Атаги, и уже отец начал разрабатывать эту операцию. Она была готова, лишь там, доработать он хотел. И почему мы пошли на эту операцию? Потому что, как я говорил, в то время шли переговоры двух сторон, они их нарушили этими бомбежками Веденского района, то есть мы уже могли проводить свои операции. И я эти события очень хорошо помню. Отец меня посылает в Грозный, в один адрес, это было в центре, рядом ФСБ здание, рядом администрация Завгаева, и мне надо было поехать туда и установить радиосвязь. Нашу радиосвязь до операции. Я все это установил там. Потом отец меня посылает в Шатой, это на юге нашей республики. И там же для наших подразделений тоже установил эту связь, одни частоты, запасные частоты. Вот. И в то время наши подразделения уже маленькими группами заходили в Грозный. И знаете, что интересно? Мы даже оповестили мирное население, что скоро будет захвачен Грозный. Будьте осторожны или выезжайте из Грозного. Это одно обращение. И еще было обращение к милиционерам в то время. То есть уходите, отходите, идите домой, сложите оружие. Или же вступайте в наши ряды. То есть, получается, и российские военные знали, что, возможно, будет эта операция. И то они, наверное, подумали, что как они такими силами могут захватить Грозный, войти в Грозный. Вот. Они, наверное, не верили. Скорее всего, получается так. И уже, когда все наши группы вошли в Грозный, мы перекрыли все дороги, все передвижения. Там вообще никакая техника не может проехать, потому что там все заминировано. И то, что нами была установлена эта радиосвязь, потому что мы всех слушали по этой связи, и летчиков, и их командные пункты. Мы все это слышали. То есть нам было легче с этой радиосвязью. Таким образом мы взяли и Грозный. Да, это, конечно, уникальное. Мало же таких вообще в истории, да, событий, чтобы 800 человек было? Да. Нас, очень мало было. На самом деле нас было очень мало, потому что была разработана еще одна операция по захвату других населенных пунктов. То есть, если здесь что-то будет не так, то мы начинаем другую операцию. Поэтому другие силы тоже были там рассредоточены, и не все силы были использованы в Грозном. Но еще были случаи, когда эти милиционеры, которые работали на русских, так скажем, они переходили на нашу сторону. По российскому телевидению тогда уже в 12 утра 6 августа было передано сообщение, что сбито 5 российских вертолетов. То есть это ведь не скрывали тогда. То есть люди, в принципе, кто хотел знать, они это услышали. То есть эта ситуация была очень серьезная. Но народ почему-то предпочитал не делать вид, что ничего не происходит. Да? Как-то так замяли опять всю эту историю. И ничего не прозвучало. Ты помнишь это время, да?
Я Что тогда помню, еще что было? людям вообще было не до этого. Никто не собирался обсуждать войну против Чечни. Никто. Все жили своей жизнью. Я тогда уже была в Питере. И все наслаждались жизнью, собственно говоря. Как вот сейчас говорят, я политикой не интересуюсь. То есть у них то, что детей убивают женщин, это у них интересоваться или не интересоваться политикой, понимаете, вот так вот. То, что там массовые убийства, это, оказывается, никого не трогает. Ну вот они сейчас имеют то, что имеют, что они в глазах всего мира выглядят какими-то, ну, я не знаю, как назвать это население, которое так себя ведет. Как в Европе относятся, ну, вот какие-то институции или обычные граждане, когда вы об этом говорите, как вот к вам относятся? С пониманием. Они понимают, что вот нас убивали, что не мы виновны, а вот именно руководство России. И не русских винят даже. Могут выслушать, могут разговаривать на эту тему спокойно. Для меня, как для чеченца, у меня вот, когда мы обо всем этом говорим, ну вообще в любом месте, с любым человеком, у меня просто в голове одна мысль всегда бывает. Вот если бы в то время, скажем, или в 94-м году было бы, конечно, лучше, или хотя бы в 95-м году, если бы все это завершилось, то мы никогда бы не услышали про Беслан, про Буденновск, да, вот, ну, логично же. Хотя мне это сейчас неудобно, я никак не оправдываю ничто, никакое, ничего-либо действие, но мы сохранили бы тех людей, которые были убиты, без разницы кем, вот, с двух сторон. Вот об этом я всегда думаю. Почему, ну, зачем им это все? Вот эти страдания этих людей. Ну, неужели им своих ребят жалко не было? Вот возьмем штурм Грозного, когда вот мой отец вот умолял их, вот действительно умолял, вот он же офицер, вот его чувство офицерское, да, вот ну как его военнослужащий может валяться на улице, и его кушают кошки, собаки. Он просил этих российских генералов: соберите хотя бы трупы свои. И мне еще запомнился один момент. Это президентский дворец, кажется, да. Пришли матери, российские матери с России приехали, ищут своих сыновей, и они дошли до моего отца, и мать находит своего сына, и ему передают, вот сама картина, передают этого сына в этой комнате, это снятое видео даже есть. И вот я помню улыбку отца, как ему это было приятно, что мать нашла своего сына. Он улыбается такой, ему это было очень приятно. Вот такое отношение у нас было к этим даже оккупантам. Да, они называют, они были 18-летние, да, их жалко, но они пришли нас убивать. И они убивали нас. 31 августа генерал Лебедь, Яндарбиев, да, ваш отец присутствовал на этом подписании в Хасавюрте? В Хасавюрте, да, именно он подписывал. Да. Подписали договор. После того, как, я так понимаю, еще и Гудермес, да, и Аргун освобожден был уже, русская армия, в общем, собственно, ничего не оставалось, и Ельцину ничего не осталось, как подписать этот договор. Потому что, ну, я так понимаю, было очень много пленных, да, русских оказалось, да, их надо было вывести как-то, и убитых и так далее. Обо всем этом договорились с Лебедем. Мы уже говорили роль Лебедя и его мотивацию, я абсолютно не верю в то, что этот человек делал что-либо ради каких-то хороших там побуждений, так звучит смешно, но тем не менее. Но тем не менее это произошло. И после этого были выборы, ваш отец был избран президентом. И началась, в общем-то, мирная жизнь, ну какая-то хотя бы, да, ведь не было же такой уже вооруженных столкновений после этого. Были провокации, да? Внутри нашей республики, да, были между собой провокации, чуть ли не гражданская война, мы избежали этого, смогли избежать. Вот, ну, такого рода провокации. Были также и провокации со стороны российских войск. Над нами летали самолеты, штурмовики, и на границе были провокации. Вот.
то время. Вы же себя чувствовали как уже независимая республика, государство независимое. А Россия не хотела этого признавать. Так было в то время? Какие у вас взаимоотношения? То есть я вот этого не понимаю. Что тогда? Вот что вы, Да. что вы чувствовали в этот момент? Вы чувствовали себя как... То есть вы настаиваете. фактически вы были уже давно независимая страна. Мы хотели, мы верили, мы надеялись, что вот, наконец это произошло. Все, больше ничего, никаких проблем, войн не будет. Вот. В первое время мы верили в это, но спустя там 3 месяца, полгода мы уже начали понимать, нет, что-то здесь не то. Потому что, помните, убили сотрудников Международного Красного Креста. Конечно. Декабрь 96 год. Так, значит, где-то есть какие-то силы, которые будут совершать провокации. Новые таги, да, это было? Да, новые таги. Угу. Там больница была, вот там их убили. Да. И мы нашли этих людей, которые стояли за этим убийством. Мы обратились к России, чтобы нам выдали этих людей. И сегодня мы можем называть этих людей: Адам Дениев, там братья были Саидовы. Потом выясняется, что Адам Дениев, там целый полковник ФСБ. Такая картина была. То есть никакой реакции со стороны России не было. Игнорирование было. Потом внутренние вот наши, как бы сказать, разборки, да, вот это было. И была видна рука Москвы там, Березовского, других там чиновников, которые заигрывали с этими людьми. И было видно, что нас вот вынуждают, чтобы мы начали внутричеченскую войну. И отец всегда призывал: будьте осторожны, перестаньте, не давайте повода. Когда ваш отец поехал в Москву, что он думал? Вот вы с ним разговаривали перед этим? Он вам что-то рассказывал? Какие у него были надежды? Какие у него были планы? Вот как все это происходило? Мы же этого не знаем. Мы только помним, как вдруг показывают по телевизору, Ельцин стоит и Аслан Масхадов в папахе, да, и пожимают руки, и подписывают. Ну, это все видели. Там Ахмед Закаев еще на фотографии. Закаев был, да, Удога. Да, конечно, там сзади Закаев стоит, да, мы все это видели, да, и мы были все, я был очень рад, например, этому. Конечно. Что все, слава тебе, Господи, уже все. Да. Вот что говорил ваш отец, как он все это видел, что он вам говорил? Вот какие-то ваши личные воспоминания, если можно, поделитесь, просто это очень важно. Я в то время в этой поездке, я тоже был рядом с отцом, мы вместе ездили. Да. Ну, конечно, помню это настроение, когда мы до того, как поехали в Москве, и когда мы приехали, как нас встречали люди. Ну, это тот момент, когда мы верили, что все это завершилось. И помню вот и лица своего отца, и президента России. Ну, была вот эта радость, наверное, вот так, что вот мы смогли сесть, подписать документ, наконец-то. И вы, как вы помните, была речь Ельцина, где он говорит: вот была 400-летняя или там война, какое-то непонимание, и мы решили поставить точку, он говорит, Чеченской республики Ичкерия. Именно так он сказал это. Потом было поздравление от Ельцина отцу во время выборов, когда прошли у нас выборы. Это письмо у нас есть. И других чиновников России. Ну, мы были рады. И во время этой поездки мы это обсуждали вот именно в таком тоне, что вот, наконец, что вот, больше ничего не будет, войн не будет. Я понимаю, что об этом, наверное, тяжело все вспоминать каждый раз, но ну что делать, такая вот... Лучше говорить ведь все-таки, чтобы хоть кто-то из русских услышал что-то. А какие были у вас возможности? Потому что ведь все говорят о том, что никаких шансов у Ичкерии не было. Что экономически она была зависима от России, что все это
как бы fake state и так далее. Но на самом деле, какие реально, какие были возможности, чтобы дальше продолжать самостоятельно жить? Вот как отец был президентом, он же обладал всей информацией об этом. Значит, он точно понимал, как дальше вести развитие страны и как сделать так, чтобы она развивалась, была успешной страной. И, на мой взгляд, там, по-моему, были все возможности. Только дело, что не дала России этого сделать. Но все-таки, вот что говорил отец, какие были планы, как хотели бы развивать экономику? Как мы знаем, после Первой войны все было разрушено. Конечно. Город стерли с лица земли, все заводы разрушены, все это надо восстанавливать. Такая сложная, тяжелая ситуация была в республике. Денег нет, работы нет. И, как мы сейчас говорили, первая встреча была в Москве, подписание договора. Потом была встреча в Грузии, Шеварднадзе. Потом он поехал в Саудовскую Аравию на хадж, встречался там с арабами. Потом в Англии, Соединенные Штаты Америки, Малайзия, Арабские Эмираты. То есть нас везде принимали, с нами разговаривали, с нами искали вот этих отношений и давали обещания, что вот будут какие-то инвестирования и так далее, и так далее. Все было бы хорошо, но Россия была подготовлена к этому, чтобы это не случилось. Никакой инвестиции, чтобы инвесторы не приезжали в нашу республику. Начались похищения людей. Вот. Похищение журналистов, похищение там сотрудников разных организаций, вот, убийства начались. Вот, и можем так сказать, испугали этих людей. И поэтому никто как бы особо и не хотел с нами иметь эти отношения. Но я считаю, если бы Россия оставила бы нас без этих провокаций, без ничего, то, конечно, мы выжили бы, мы умеем выживать. Когда-то кто-то там сказал даже, что чеченцев даже чума не берет. Было такое высказывание. То есть наш народ, как и другие народы, работяги, так скажем, да, смогли бы. У нас были хорошие отношения, мы уже налаживали эти отношения, но нам помешали. Сейчас, когда в сети обсуждается, да, на Фейсбуке или еще где-то, то есть эти тролли, им дают новые и новые методички. Когда кто-то ставит вопрос, например, ну как же, ведь Чеченская республика, она входит в состав России. Им говорят, стоп, вот как первая принятая конституция, проехали. Потом говорят, ну хорошо, а как же вот мирный договор? Мы говорим, вот мирный договор, а их теперь так научили отвечать. Но стоп, подождите же, он не был ратифицирован парламентом, этот мирный договор, он не считается. Это все тролли сейчас научены, как надо отвечать, что парламентом не был ратифицирован этот самый мирный договор, который подписали ваш отец и Ельцин. Они найдут, что сказать. В любой ситуации, как вы сказали, у них свои методички, для любой ситуации они готовы, у них есть. Вот люди сидят и работают против правдивой информации. Ну, во-первых, я скажу, что во время даже еще с 96-го года, когда подписывалось Хасавюртовское соглашение, они еще в то время знали, что будет вторая война. И даже когда подписывался мирный договор, и, конечно же, они тогда знали, что будет вторая война. Представьте, даже вот во время подписания этих Хасавюртовских соглашений Лукин говорит, напоминает, вот когда Россия окрепнет армия, мы вернемся и через 5 лет отомстим вам. Это он сказал. Лебедь говорит, я сейчас могу ошибиться, 25 или 50 тысяч волкодавов он накормит, там, подготовит и тоже отомстит.
Он Такие говорил, что чеченцы себя называют волками, значит, мы будем готовить волкодавов. то Это, есть это его высказывание, да. мы верили в этот договор, да, он подписан, и он останется в истории, ничего с этим уже не поделать. Он подписан с Чеченской Республикой Ичкерия, как бы уже доказывает это. Это не то, что доказывает, это просто Да. международный документ, который Да. никто не отменял. Он по-прежнему существует. И как А только падет эта преступная власть, я думаю, что Мы- самое время будет Вот. обратиться к этому договору. Через 5 лет или через 10 лет мы вернемся к этому договору и будем обсуждать его. И на основе этого договора будем строить уже отношения какие-то. И я надеюсь, что эти преступники когда-то в скором ответят за все это, то, что они натворили. И в России, и у нас в республике. Пришлось к этому вопросу прийти, сколько вы страдали, но этот вопрос подняли после того, как на Грузию напал точно так же, да, и на Украину. И только после этого вспомнили, слушайте, смотрите, ведь точно так же было с Чеченской Республикой Ичкерия. Это просто какой-то такой кошмар страшный. Перед вами так виноваты, и весь мир перед вами виноват. Я просто очень сильно надеюсь, что это как можно быстрее произойдет восстановление справедливости, и весь мир принесет перед вами, просто извиниться перед вами и будет вам помогать. Даже понятно для нас, мы как бы жертвы этой войны, этих войн, но это еще должно быть в интересах российского народа, в их интересах, в интересах России, что эта проблема завершена. Все. Никто не сможет дальше заигрывать там какими-то фактами, да, вот, проводить какие-то провокации. Все, дали независимость, забыли, да хоть китайскую стену постройте и все. Решите эту проблему. Как бы так. Нет, заигрывать там, какую-то марионетку туда поставили, которую народ не поддерживает, сегодняшний маленький диктатор. Вот. Это не решение проблемы. Все равно все обратно вернется к договору, к этим соглашениям, ко всему, к этим преступлениям. Их надо будет поднимать. И если бы сегодня в Европе, в других странах поднимали бы эти темы, какие-то там санкции или там в информационном поле об этом говорилось бы. Реально, как есть, а не так шаблонно. Вот чеченские террористы. Да нет, террорист есть террорист, они не чеченские. Вот. Вещи, я имею в виду называть вещи своими именами. Что происходило у нас в республике, какими методами нас убивали. Против нас стрелялось все, использовали все. Кассетные боеприпасы, там вакуумные бомбы. Там страшно, что что-то творилось. И вот эти зачистки, которые проходили, там их очень много, когда во время одних зачисток населенного пункта там погибало, уничтожалось 300, 400, 100 человек. Я думаю, что если вы еще согласитесь, и у вас будет время, мы как раз хотели бы именно об этом поговорить, о зверствах российской армии и о том, что происходило не только в Самашках, но и в других местах, и в Ведено, и везде. Потому что это абсолютно закрытая тема сейчас. Она превращена в табу в российском информационном пространстве. Сейчас создан образ чеченца, террориста, бандита. Смотрите, как она хитро работает, эта пропаганда. Теперь, раньше они показывали чеченца, такого, знаете, в кожаной куртке на рынке, который отнимает ящик с помидорами или там еще что-нибудь. Теперь чеченцы показываются, вот если вы посмотрите современную российскую картинку. Противно, конечно, но все равно для изучения надо смотреть иногда, что там происходит. Теперь показывается чеченец как человек очень умный, достойный, красивый, но враг.
хитрый враг. То есть им нужно иметь врага достойного теперь. Они теперь перешли от такой дискредитации чеченцев, а теперь они перешли на уровень, нет, это умный враг, опасный враг. Новый нарратив, который появился в пропаганде российской. Поэтому об этом тоже надо говорить, но я хотел бы сначала, если вы согласны, то в следующий раз поговорить именно о тех зверствах, которые российская армия и ФСБ, и милиция совершала в Чечне.